В ближайшее время в Чувашии планируют создать пищевой кластер. Для его участников откроются новые возможности и формы поддержки федерального уровня. Перспективы, планы на этот год, а также итоги агропромышленного комплекса Чувашии за 2022 рассмотрели сегодня на расширенном заседании. Чувашская республика – один из немногих субъектов России, который реализовал дополнительные региональные меры поддержки в развитии федеральных. В последние годы в регионе делается многое именно для поддержки малых форм хозяйств. И мне нравится, это первое, действительно, поддержку на покупку техники, так называемая программа 40/60. И благодаря этому действительно энерговооруженность наших сельхозпредприятий, она очень сильно увеличивается. И эта программа будет работать и в 2023 году. В этом году в республике должны запустить агромаркет – магазин экологичной продукции только от местных чувашских производителей. На его создание из республиканского бюджета выделили более 40 миллионов рублей. Также в этом году планируют поднять ценовые показатели зерна. Его государственный резерв в Чувашии будет увеличен в целых 2 раза. Мы увеличиваем государственный резерв Чувашской республики, по-моему, почти 2 раза. И тем самым, выкупая зерно, которое хранится сегодня у сельхозтоваропроизводителей, планируем обеспечить оборотным средством для реализации тех задач, которые сегодня прежде всего вытекают, исходя из весенне-полевых работ. Из 37 стран, в которые Чувашия отправляла сельхозпродукцию, 25 ввели санкции против России. Несмотря на это, за счет перенаправления потоков экспорта в другие дружественные страны, объемы экспорта удалось не только сохранить, но и увеличить на 7%. Увеличил очень объем закупок Китай, Беларусь, Таджикистан, Азербайджан. И, честно говоря, даже европейские страны в этом году покупали у нас лук-севок, например, та же Польша. Но мы на них не надеемся, будем также работать с дружественными странами. И я уверен, чувашская продукция, она продастся, потому что мы в качестве не сомневаемся, это самый большой плюс. Чувашия должна стать центром компетенций в области зеленого золота и обеспечивать местными сортами, технологиями и оборудованием всю страну. Олег Николаев поручил до 1 июня предусмотреть новые меры господдержки по созданию маточника посадочного материала хмеля, а также лаборатории контроля его качества. Анна Центовская, Регина Кубайкина, Борис Андреев, Сергей Емельянов. Республика.